Прячет лицо и сдерживает эмоции. В зал суда Марата Шакирова завели под прицелом фотоаппаратов и камер. Заседание началось в 3 часа дня. Следователь-криминалист по материалам дела организовал кражу из отдела Следственного комитета. На вопросы журналистов не отвечал. Как так вообще вышло? Что не нравилось? Работа не нравилась? Почему так? По версии следствия, подозреваемые выкрали из здания сейф заместителя начальника отдела, в котором было почти 15 миллионов рублей. Все произошло вот в этом здании. Это отдел по расследованию особо важных дел на улице Карла Маркса. Под покровом ночи люди в масках подошли к зданию, залепили камеры видеонаблюдения и проникли внутрь. Сейф с деньгами по оперативным данным спустили через окно и загрузили в машину. Пропажу обнаружили только в понедельник утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие запросило заключить Шакирова под стражу до 4 декабря. В ходе расследования собраны достаточно доказательства, свидетельствующие о том, что, находясь на свободе, Шакиров может воздействовать на свидетелей. В связи с этим ходатайствую перед Лохвицким районным судом по наказанию об избрании в отношении Шакирова меры пресечения в виде исключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток. Адвокат с этим не согласился и попросил для подзащитного домашний арест. Он свою вину полностью признал, содеянным раскаялся. Считаю, что доказательств того, что мой подзащитный намерен скрываться от следствия суда, заниматься преступной деятельностью либо иным путем, воспрепятствовать производству уголовного дела, суду предоставлено не было. В итоге судья согласился с доводами следствия и отправил Марата Шакирова в СИЗО до 4 декабря. Та же участь постигла и 3 других подозреваемых. Это ранее несудимые Данила Еленсон, Руслан Нургалиев и Никита Карабаев. Старшему из них нет и 22 лет. Дело каждого участника суд рассматривал отдельно. Все они дали признательные показания. По словам адвоката Еленсона, ее подзащитный не знал, кого грабят. О наличии 15 миллионов рублей в сейфе в Следственном комитете, ни о том, что совершается хищение именно Следственного комитета, он не знал. Еще один фигурант пока в розыске. По материалам дела похищены миллионы. Он прихватил с собой. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.